Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июль 2020 года для тельцов. Посмотрим, что будет у вас в этом месяце происходить, какие будут основные события. Будем смотреть на 3 части, месяц поделим, начало, середина и окончание месяца. И достанем из цыганской колоды дополнительно карты на отношения. 3 карты, на работу 3 карты и на финансы 2 карты. Итак, у нас король мечей выпадает как карта месяца тельцам, а это значит, вы будете очень эффективны в плане интеллектуальной деятельности, вы будете легко решать какие-то свои проблемы, вопросы, которые перед вами стоят, у вас будут на это силы, возможности, вы будете действовать хладнокровно, вы будете четко знать, чего хотите и как это достичь. И кроме того, может появиться у кого-то такой человек в жизни, вот помощник, который обладает возможностями, связями, силой, очень умный человек. Может быть, человек, который обладает властью. Может быть, если у кого-то, допустим, судебные дела, то вот может быть выигрыш в суде, может быть помощь как раз юридических каких-то структур, либо людей, вот, которые как раз в этой теме заняты. Также карта может говорить о том, что у вас в этом месяце может быть какое-то очень важная какая-то поездка, может быть, даже в какую-то либо другую страну, либо просто далекая поездка. И вы, скорее всего, ее давно запланировали, она должна у вас получиться. Если вы планировали что-то организовать, какое-то большое предприятие, большое дело какое-то, да, вот для большого количества людей, тоже здесь может удастся. В принципе, карта, которая говорит о том, что вы будете свободны принимать те решения, которые вам нужны, вы будете полагаться на себя, полагаться на свое вот ощущение, как должно быть, да, вот то, что вы хотите, и вот все у вас будет получаться. Даже будут люди находиться такие, которые вас поддерживают, хотя вы, может быть, даже не будете об этом просить. Такое влияние какое-то словом, влияние, может быть, образом жизни на других людей, ну, положительное, конечно. Давайте посмотрим, что в начале месяца будет. У нас король Пентакли выпадает, еще один король. То есть вы, опять же, имеете власть, возможности как-то повлиять на свою работу, на финансы, на здоровье. То есть у вас все, вот то, что я назвала, в отличном, может быть, состоянии. Если даже были какие-то проблемы, вы тут все решаете. Король Пентакли – это и решение вопросов с недвижимостью. Если, допустим, вы планировали что-то приобретать. Это и любого рода вложения очень прибыльные, выгодные, да, но только все просчитано здесь, все на своих местах. Карта, которая говорит о том, что вы защищены финансово. В общем, если вот денежные какие-то вопросы, касающиеся здоровья, тела, может быть, стабильности какой-то там на работе, допустим, да, это все будет в первой половине месяца решаться. Теперь вторая половина месяца, двойка мечей. Карта говорит о том, что у вас может быть какой-то момент выбора, да, сложного выбора, когда нужно принять решение, а вы не знаете, что лучше. То есть и один вариант хорош, и другой, и один человек хорош, и другой. И вам сложно принять решение, вы распыляетесь и, возможно, теряете энергию здесь. Кроме того, у вас могут появиться знакомые, может быть, это будет близкий человек, который с вами на одной волне. Вот у вас одинаковые ценности, у вас одинаковые мысли, и вы будете чувствовать, что наконец-то вот к вам в жизнь пришла вот уверенность в том, что вы не одни, да, что есть такие люди, похожие на вас, и такое чувство усиления тоже может быть. Но если у вас, если приходят люди, с которыми вы не согласны, с которыми у вас разные взгляды на жизнь, то от них нужно отказываться. Нельзя рядом с собой терпеть таких людей, потому что вы теряете энергию, вы, по сути, теряете
ну, как бы жизнь свою, проводя это время с людьми, которые вам не подходят. Также двойка мечей – это у нас карта, которая связана очень часто с домом, с семьей нашей, да, то есть может быть какие-то выяснения отношений, может быть какие-то вот договоренности, которых очень трудно достичь. В общем, мы здесь стараемся как-то продвинуть свои желания, да, наш партнер может стараться продвинуть свои, и вот здесь мы можем часто не договариваться, да, то есть какие-то конфликтные ситуации могут возникать. Что для этого нужно делать, чтобы их не было? Нужно, ну, как бы прощать, что ли, больше, да, понимать, что все мы не идеальны, что может быть и несогласие какое-то. То есть с близкими людьми нужно быть мягче. А если это люди, которые, ну, с которыми у вас несогласие, они совершенно вам чужие, да, то от них лучше просто отказываться, чтобы не терять энергию. Ну и вообще, если нужно принять какое-то решение, примите хоть какое-нибудь для того, чтобы просто вы перешли в состояние действия, чтобы у вас не тратилось здоровье, ваши силы на то, что вы вот никак не можете решить, что для вас лучше. Не решать это хуже намного, чем сделать неправильный выбор. Вы хотя бы потом можете его поменять, да, если вам вдруг что-то не понравится. И окончание месяца, девятка чаш, карта удовлетворения. Все вопросы решены, все вопросы не просто вот, знаете, вот, не просто вы закончили какое-то дело, а сделали какой-то правильный выбор, но вы еще и остались довольны собой, вы остались довольны тем, что у вас есть. Вообще девятка чаш – это карта такого глубокого удовлетворения, счастья, когда мы именно свои личные желания удовлетворили, то есть не кого-то другого, да, а свои личные. Посмотрите, вот здесь все карты, которые говорят о том, что вам, тельцам, нужно подумать о себе в этом месяце, об исполнении своих именно желаний, да, вот, возможно, вы последнее время только и делали, что о других заботились. И вот в середине месяца особенно вам будет трудно, вы по привычке захотите опять кого-то облагодетельствовать, кому-то помочь, а вам надо помогать себе. Вот в этом месяце вам нужно восстановить себя, исполнить свои желания, заработать денег для себя, решить свои вопросы. Тем более, что вот эта карта у нас, король Пентаклей, это и есть у нас телец, да, это вот ваша карта, вот все, что вы хотите, вот все, что требует ваша душа, вы должны себе разрешить в этом месяце. Для отношений десятка трефовая выпадает тем, кто в поиске партнера. Карта говорит о том, что как раз вот у вас хороший месяц для встречи. Встречи с человеком, может быть, вашей мечты даже, да, это человек вашей мечты, ваш идеал, а может быть, это человек из какого-то высшего общества или человек, который занимает какой-то высокий пост, хорошо зарабатывает, человек здоровый, сильный. В принципе, вот вам будет с ним комфортно, вот потому что десятка трефовая очень хорошо с тельцами сходится вот в энергетике. Теперь те, кто в паре, уже выпадает карта туза, туза трефового, ой, я заговорилась, туза червового, да, и у нас эта карта говорит о том, что очень активно вы будете сотрудничать со своим партнером, вы будете решать очень много вопросов, связанных с деньгами. И вот для вас, опять же, эта карта подчеркивает, что нужно удовлетворять обязательно свои желания. Нельзя отодвигать себя на второй план, на задний план. Да, нужно, чтобы и другим людям было хорошо с нами рядом. И мы не должны за счет других что-то делать, но и себя забывать здесь нельзя. Давайте еще достану дополнительную карту, чтобы... Да, в основном здесь вот вопросы денежные, в основном здесь вопросы, связанные с какими-то документами, коммуникациями, общениями. Может быть, кстати, вы со своим партнером можете вот выйти на новый уровень благодаря тому, что вы начнете больше думать о себе, ваш партнер вас больше начнет уважать. Вы сможете с ним договариваться, то есть он начнет учитывать ваше мнение. У вас может контакт наконец-то появиться нормальный. И, в принципе, у вас, в общем, какое-то
какой-то успех. Может быть, вот вы долгое время не могли со своим партнером о чем-то договориться, да? А вот здесь вот прям появляется возможность, когда вы стали ставить себя на первое место, партнеру это тоже, в принципе, полезно, да, он понял, что вас надо уважать, и к вам тоже нужно прислушиваться, если он хочет, чтобы с вами он остался рядом, да, и вот у вас как раз тут появляется возможность решить вот какой-то важный для вас вопрос, который вот, ну, никак не решался в ваших отношениях. А теперь вот вы можете таким образом здесь все исправить, наладить, улучшить ваши отношения благодаря тому, что вы себя поставили на первое место, а партнера уже на второе. Теперь для тех, кто в ссоре, валет пиковый, карта говорит о том, что вы можете как-то незрело себя вести в отношениях, может быть, слишком много требовать или, может быть, не учитывать того, что хочет партнер. В общем, здесь вот какая-то ситуация может быть, когда вы ведете себя, может быть, необдуманно, да, или слишком уж эгоистично. То есть хорошо заботиться о себе, но надо, чтобы и другому человеку тоже хорошо было. То есть не надо перегибать палку, да. То есть вот это, если осознать, то можно и помириться. Кроме того, может быть, даже и примирением, да, способствовать примирению, может быть, будет ребенок ваш или ваши дети. Работа. Для работы, для тех, кто в поиске работы, девятка червовая выпадает. А это значит, у вас наконец-то появляется новая какая-то возможность, новая дверь для вас открывается. И это причем может произойти очень быстро. Здесь у вас работа может приходить через других людей, либо если вы будете использовать для поиска работы какие-то специальные службы. Работа для тех, у кого она уже есть, да, вот в этом месяце десятка пиковая, все равно у вас тут перемены. Может быть, кстати, у кого-то и отпуск будет, да, отдых. Ну, таким образом вы меняете распорядок дня, меняете привычки, а может быть, это будет какой-то новый проект, который тоже вас заставляет все менять в своем распорядке, в своих привычках, да. То есть карта говорит о том, что у вас здесь какое-то обновление. Может быть, будет меняться руководство или в коллективе будут какие-то изменения. Так, может быть поездка, командировка какая-то от работы у вас. Ну, смотрите, в принципе, карта хорошая. Дайте еще карту достану дополнительно. В основном здесь много хлопот, в основном здесь много нужно будет показывать свои профессиональные качества, да. В общем, карта требует изменений именно вашего подхода к делу, к профессии. Может быть, нужно улучшить как-то свои профессиональные навыки для того, чтобы продвинуться. Для тех, у кого свое дело, здесь у нас туз трифовый. Карта говорит о том, что у вас все идет своим чередом, вы выполняете свои обязательства, клиенты или партнеры выполняют свои, и в принципе у вас здесь все в порядке. Может быть, новый какой-то проект очень выгодный для вас начаться надолго. И карта говорит о том, что вы можете либо получить какое-то разрешение от государства, либо придется, может быть, обращаться к какому-то чиновнику за разрешением для того, чтобы вот какой-то запустить новый проект, направление или еще что-то такое, да. То есть в любом случае здесь вот с властью придется как-то взаимодействовать, с государством, или, может быть, с судами, или, может быть, с налоговой, да. То есть, в принципе, все решаемо, но вот придется все-таки общаться с вышестоящими, либо с чиновниками. Для финансов выпадает карта король трифовый тем, кто работает на зарплату. Карта говорит о том, что вы, может быть, будете непостоянную оплату получать, то больше, то меньше. Может быть, вам, допустим, пообещали одно, а выплатили другое. А может быть, даже будете конфликтовать по поводу денег. Давайте посмотрим поподробнее
Да, эмоции будут зашкаливать, но смотрите, у вас все равно как бы денежный вопрос решится. Вот у вас дополнительно 2 туза вышло, да. Может быть, даже и нужно иногда сказать за себя слово, да, но только тогда, когда вы четко понимаете ситуацию. Если у вас есть какая-то неясность, то лучше не конфликтовать, пока не разберетесь до конца. А для тех, у кого свое дело, дама бубновая, несколько источников дохода, какие-то новые могут появляться источники дохода. Можете менять то направление, откуда получаете деньги, но эта карта очень такая значимая, да, то есть вот этот месяц для вас важный в плане финансов. Посмотрим, что советуют карты тельцам на этот месяц. Король пиковый. Карта говорит о том, что действовать нужно мудро, все доводить до конца. Это обязательно нужно быть хорошим профессионалом, нужно быть, как сказать, миролюбивым, да, не стараться быть довольным миром, жизнью, людьми, стараться мудрость проявлять, такую зрелость, обязательно доводить дела до конца. И вот тогда у вас будет такое ощущение завершенности, безмятежности. В общем, вы будете довольны собой в таком случае. Друзья, желаю всем прекрасного июля. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.